Всем доброго дня суток! С вами Эльвира из Америки. Тендандене Эльвира Америковична. Я решила записать видео, пока я жду своих гостей. И это видео будет своего рода продолжение моих историй. У Бакажа Шуэм Илышгачен Налма Майен Илышгачен Налма историй влаком. Так вот, первая история, вы уже знаете о том, что я когда-то жила в Чебоксарах, Чувашской республике. И это случилось снова в Чебоксарах. В первый же день работы я поступила на работу воспитателем в детский сад. И в первый же день работы я почувствовала себя очень-очень плохо. У меня поднялась температура, голова заболела. Похоже, я тогда заболела гриппом. Мне было очень, конечно, неудобно отпрашиваться, но мое состояние увидела заместитель заведующей детского сада Татьяна Вячеславовна. Я еще до сих пор ее помню. Так вот, и когда она увидела мое состояние, она мне просто сказала: Эльвира Геннадьевна, вы действительно очень плохо выглядите, вам нужно идти в больницу. Шикшин коят манеш, странет клиш каяш, врачем ужаш. Так вот, я поехала, это достаточно далековато было от... У меня детский сад был не в Новоюжном районе, но недалеко от Новоюжного. Так вот, я поехала вот примерно с того района до центрального рынка города Чебоксар. Наверное, если я помню точно, наверное, это была 4-я поликлиника. Когда я пришла в эту поликлинику, я в гардеробе сняла свое пальто, и вдруг я поняла, что я стою в белом халате. У меня настолько было плохое состояние, что я даже и перестала думать. И, в общем, не сняла даже вот этот вот белый халат, который мы носили в детском саду, абсолютно все. Я так, как вот была в белом халате, одела на себя пальто, и также я и приехала в поликлинику. Вот. Получила свою, значит, историю книг болезни, потому что без этой книжки никто не принимал. В общем, положила эту я книжку в карман и поднялась, по-моему, это было где-то на втором этаже. Поднялась я к врачу, к терапевту. Но, как всегда, у терапевта, знаете, народу уйба, не пройти. Думаю, попросить кого-нибудь пропустить меня, это гиблый номер. Сказать, что я очень сильно болею, у меня температура. Они скажут: мы тут все болеем. И у меня тут, думаю, я же в белом халате. Кто знает, я здесь работаю или нет. Ну и, в общем, я подошла, плечи выпрямила, подошла к этой толпе и говорю: здравствуйте, разрешите пройти? И вся эта толпа расходится в обе стороны. И я захожу к врачу. Я закрыла дверь за спиной, захожу к врачу. Врач принимает больного, значит, медсестра там же. И он так на меня посмотрел, говорит: здравствуйте. Я говорю: здравствуйте. Я говорю: вы знаете,
мне так плохо, что я решила не выстаивать эту очередь. И я боюсь теперь, что мне нельзя идти обратно, потому что если я пойду обратно, то они меня разорвут на клочья. А он еще все не понимает вообще. И видя меня в белом халате, он говорит: вы здесь работаете? Я говорю: нет, но мне очень-очень плохо. У меня температура, я говорю, работаю в детском саду. И видя уже такое мое плохое состояние, это было видно, он попросил свою, значит, ассистентку дать мне градусник. Также он только улыбнулся, видя все это. Говорит: да, тебе нельзя выходить. Да, есть стул. Медсестра дала мне стул, я села, дали они мне градусник. Вот, и температура на самом деле очень быстро, очень высокая была, и градусник быстро показал мое состояние. Где-то там было 39 с лишним даже. Вот. Он тут же попросил медсестру дать лекарство жаропонижающее. И они уже к тому времени закончили было с первым его больным. Он просто его попросил, говорит: пожалуйста, подождите, вам нельзя, не уходите, пожалуйста, подождите и выйдите вместе. Вот. В общем, он также меня спросил, говорит: как вы домой обратно поедете? Я говорю: я не знаю, наверное, вызову, вернее, на троллейбусе. Говорит: слушайте, у вас, говорит, деньги есть? Я говорю: ну да, есть. Я, говорит, вам такси вызову. Я говорю: спасибо вам большое. Вот так вот. Одним словом, Господь Бог послал снова хороших, добрых, понимающих людей. А второй случай, про который я хочу вам рассказать, это уже случилось здесь, в Америке. Я и моя дочь, мы возвращались обратно из штата Колорадо, Денвер, в Таллахасси. Мой бывший, он ехал туда на север по работе, а мы, значит, с Серафимой проехали с ним немножко, и, в общем, нам уже надо было возвращаться, и билет уже, в принципе, был куплен из Денвера, Колорадо, до Таллахасси, штат Флорида. Наш полет был где-то в 7 часов утра, и мы проходили через все эти проверки. Мы прошли, и потом, и вдруг мне, значит, дочь моя младшая говорит: мама, а я телефон забыла. И я говорю: здрасте, вот тебе на. Какими, мол, мозгами ты думала, ты телефон забыла? Пришлось возвращаться. Когда пришли туда, они говорят: а мы ваш телефон уже отправили там куда-то. То есть все, что люди оставляют, все, что забывают, они куда-то отправляют. В общем, по горячим следам пришлось все это остановить. Все-таки там нашли телефон. Но когда мы подошли к нашему гейту, то есть к месту, откуда нам нужно отправляться в наш полет, дверь самолета уже была закрыта. И мы, когда подошли и сказали: мы здесь, они сказали: sorry, you're late. Вы пришли поздно, извините. Мы только можем сейчас
вас зарегистрировать на следующий самолет. И я, значит, я говорю, ну, что-нибудь пораньше, побыстрее. Вот. Время было только 7 часов утра. Даже, может быть, 6:30 утра. Но эта женщина была такая немножко вредная. Она не особо шла на контакт. И она зарегистрировала нас где-то на 2 часа дня. Хотя аэропорт в Денвере, он достаточно очень-очень busy, то есть очень занятой, то есть там летают во все стороны. Я ее снова спросила, я говорю, а можно что-нибудь, говорю, пораньше? Нет, да. Думаю, вот, ладно, где наша пропадала, как говорится. Получили мы свои эти билеты новые, зарегистрированные. А я-то в душе-то недовольная. Я как-то понимаю, что в принципе-то можно найти следующий самолет что-нибудь пораньше, а не ждать до 2 часов дня. Ну, после того, что я ее 2 раза попросила, и она не пошла на контакт, думаю, ну и бог с тобой. В общем, я сказала Серафиме, я говорю, пойдем, let's go. Говорит, куда? Я говорю, сейчас увидишь. А там вообще в любых аэропортах, кстати, мы летели компанией Delta. Американская компания, я очень-очень довольна этой компанией. Они мне даже 1 раз билет поменяли и даже денег не взяли. Когда у меня второй брат умер, Слава, они мне на целую неделю поменяли раньше по датам. И когда я им сказала, я уже, в принципе, опоздала на похороны, но мне очень срочно нужно отправиться для того, чтобы ухаживать за мамой. Вот. И они мне дали новый билет на новую дату. Вообще денег не взяли. В общем, одним словом, thank you, Delta. Спасибо, Дельта. Я помню вашу доброту. Поэтому, ну и вот, но, как говорится, всегда в этой куче один кто-нибудь найдется, или там несколько, которые вот портят вид всей компании. Поэтому я пошла, значит, к следующему человеку, который работал в компании Delta. И я обошла, значит, там. От этой первой женщины, конечно, это далековато было. Я подошла к другой женщине и сказала, что я говорю, вот мы опоздали на свой самолет, и теперь мы зарегистрированы только на 2 часа дня. Мне бы очень-очень хотелось улететь пораньше. Пожалуйста, помогите. И вы знаете, она мне говорит, да, конечно. Сейчас она все набрала. Говорит, как вам насчет того, чтобы лететь не через Атланту до Таллахасси, а через Шарлотт? Шарлотт — это город в Северной Каролине. Джерри, is it Charlotte in North Carolina? Вот, в Северной Каролине. Как, говорит, вам лететь из Денвера до Шарлотт, Северной Каролины, и уже потом из Северной Каролины, из города Шарлотт, лететь
ваш город Талахаси. И она говорит, свободная на 10 часов. И я говорю, о, это намного лучше и намного быстрее, чем 2 часа дня. Я говорю, конечно, please. И все. Она нас зарегистрировала, мы получили снова новые эти boarding pass называется, то есть своего рода билет, который дает разрешение входить в самолет. И мы улетели в 10 часов из Денвера. Но прежде чем улететь, я подошла к первой и сказала ей, то, что надо. В общем, дорогие мои, что хочу сказать. Если одна дверь закрыта, вы попробуйте открыть вторую дверь. Если вторая закрыта, вы попробуйте третью. И так далее. Вам все равно 6-я или 7-я или даже 8-я, никогда не теряйте надежду, все равно откроется. Все равно найдется хороший, добрый человек, который вам поможет. А самое главное, есть Бог, и Он все видит, и Он все слышит, и Он вам поможет. Я искренне желаю вам всем доброго здоровья. И если мои истории чему-то, кого-то учат чему-то хорошему, то я буду очень-очень счастлива. Кстати говоря, на прошлой неделе я получила звонок от своей ученицы. Это был очень приятный телефонный разговор. Она много добрых слов мне сказала. Для тех, кто не знает, хочу сказать, что я в течение 6 лет работала в Токтабелянской средней школе Куженерского района Республики Марий Эл в России и учителем музыки. Тогда я была молодая. Я до сих пор молодая, но тогда я была моложе. Мне было тогда 24, 25, 24 я начала там работать. И, естественно, я очень-очень-очень хотела, у меня было желание, чтобы они что-то хорошее почерпнули у меня на уроках. Так вот, эта девочка, а вообще я получаю текстовые сообщения время от времени от своих учеников. Некоторые мои ученики, они мои подписчики, и они мне пишут очень добрые слова. Так вот, эта девочка, которая позвонила, она поблагодарила меня за все то, что я сделала. Мы, когда учились, нам не до Баха и не до Бетховена было. Но в течение жизни я поняла, что вот это вот общее образование и уроки музыки, они даром не прошли, что она даже выступала на конкурсе и получила на этом конкурсе 3-е место, тоже призовое. Она сказала, что она до сих пор помнит, как я вот их заставляла вести мелодию, не разрывая.
дотягивать, брать дыхание на правильном месте. Одним словом, я была очень счастлива, что я пригодилась этим милым мальчикам и девочкам, которые что-то хорошее подчеркнули меня. Дорогие мои, я вас до сих пор люблю. Я очень рада, что вы делаете определенные успехи в жизни. Я каждому из вас желаю доброго только здоровья, счастья, радости, любви. Всем вашим родителям большой-большой привет от меня и добрые пожелания. И, конечно, не только вам всем, и всем тем людям, которые сейчас смотрят вот это вот видео. И, конечно же, я очень сильно извиняюсь. Я уже писала об этом в своем интервью, которое я давала газете Мариэл газета, что возымелен, что мы экономим. Жалею, что когда-то я ставила двойки. Сегодняшним умом, конечно, я бы не стала этого делать, но что поделаешь. Кстати говоря, большую взбучку по этому поводу я получила от своей мамы. Одним словом, я желаю вам всем доброго здоровья, счастья, радости. Bakalım yoldaşlar, мы çalan planım bengede taşalakım, korulukım, yaratımашım. И идам он до возалташ. Возался моим каналышкой. Шандыза лайком. Янгыртышым тушты тымталзы. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте лайкнуть. И также не забудьте нажать на колокольчик. Всем всего доброго.